Празднование Дня Республики в Козловском районе началось с открытия автомобильной дороги «Волга». В целом на ремонт дороги было выделено более 160 миллионов рублей. За очень короткое время дорога протяженностью 9 километров преобразилась полностью. Она оснащена всей необходимой инженерной инфраструктурой и средствами обеспечения безопасности дорожного движения. Это пример того, как автодорога отремонтирована по всей протяженности с опережением календарного плана. В открытии приняли участие почетные гости. Депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов и министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков. От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависит конкурентоспособность нашего региона, перспективы его экономического и социального развития, а также качество жизни людей. Национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги дает необходимые для регионов инструменты для повышения качества автомобильной инфраструктуры и социально-экономического развития. Подрядная организация приступила к работе в конце апреля. За 2 месяца дорожниками проведена большая работа. Специалисты восстановили дорожную одежду, привели в порядок остановочные павильоны, нанесли дорожную разметку. Задачи были поставлены, такие, чтобы нам в срок успеть. Мы не теряли ни одного дня, чтобы и выходные работали, и дождь, не дождь. Но, понятное дело, в дождливую погоду производили работы те, которые можно производить в дождливую погоду. Но ни в коем случае не асфальт. Асфальт в солнечную погоду удалось уложить. Все вовремя, на качество ни в коем случае не повлияло. Просто старались, с утра до ночи работали и без выходных. Вот и все. Славится Козловская земля своим гостеприимством. Праздник здесь отмечают широко. Чувашский народ издавна известен своей скромностью и трудолюбием. И во все времена мы вместе. Перле. Щедра и богата наша чувашская земля, но главное ее достояние – ее народ, который во все века жил в мире и согласии, почитая память своих предков, умножая славные трудовые традиции. Плывет мелодия над волжскими просторами. Перед гостями выступили детские фольклорные коллективы, клуб исторической реконструкции, а мастера презентовали свое творчество. Так что праздник получился ярким и запоминающимся. Добро пожаловать в мой край. Край гостеприимный, хлебосольный, щедро одаренный природными красотами. Здесь родились и трудились знаменитые люди Чувашии. Виноградов, Горчаков, Макова, Родионов, Трубина, Лобачевский. Они творили, созидали, открывали новые горизонты, прославляя Козловский край. И это лишь малая часть тех имен, которые навсегда оставили след в нашей истории. 2022 год в Чувашии – год выдающихся земляков. Среди тех, кто жил и работал на Козловской земле, знаменитый математик Николай Лобачевский. Можно вспомнить и другие имена. Конечно, сегодня вспоминаются традиции, начиная и наши герои, начиная от Андриана Григорьевича Николаева, космонавта, наши воины, которые воевали и защищали Родину в разные времена, в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы увидели славных героев Козловской земли. 8 героев Советского Союза были рождены
этой землей. Ну и, конечно, наши труженики как производства, так и сельского хозяйства. Очень много таких трудовых традиций. И это наш огромный фундамент как Чувашии, так и России. Праздник объединил всех, кто любит свою малую родину, кто любит наш край, 100 тысяч вышивок и песен. От имени Чувашии, Тюменской области поздравляю вас с Днем Республики. Желаю вам здоровья, процветания и чтобы каждый житель Чувашии жил в достатке. Спасибо вам. Козловка – один из старейших малых городов Чувашской республики. И пусть Чувашский край расцветает, а связь со своей малой родиной терять нельзя. Ведь иначе нет будущего. А смотреть на завораживающие волжские просторы можно бесконечно. Елена Яковлева, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.